сейчас пойдет. Да, поднимись. Завод ХТЗ, вид с домов на метро Марсельского. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. По сути, они действуют так же, как и террористы во всем мире. Прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего американских советников. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически, выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества. Хочу давать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он поскорее позвонил нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Путину, попросил извинений, что вовремя не сделал это и должен делать шаг, чтобы сохранить Украину, красивую республику и украинский народ, попросить прощения и прийти на все условия, которые сегодня требует Россия. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Героям слава! Ну вы поняли, ребята, да, атмосферу, что тут происходит. Полный адекват. Все спокойно в Киеве, в столице. У нас все під контролем. Люди дотримуються режиму. Повний спокій панує. Повний спокій. Прям возле, блядь, километра, ебать! Пиздец! Это я.
В Донецке 2 мирных жителя погибли, еще один ранен. После обстрела украинских силовиков под огонь попал Киевский район. Кроме того, в Донецке загорелась нефтебаза. Сообщается, что украинские военные нанесли удар ракетой .У, поврежден трубопровод, пожар удалось ликвидировать. Поврежден городской дом ребенка в Донецке. В республике без электричества более 5000 абонентов. Обесточены 93 трансформаторные подстанции, 9 котельных. Кроме того, украинские силовики обстреляли Горловку. Снаряд попал в школу, погибли 2 учителей. Это крупный калибр. Мне очень тяжело говорить. Погибло 2 учителя из школы. Вот они вот за моей спиной. Осколки вот сюда залетели. Одна из учителей сидела за улицей сейфом. Даже он его не спас. Я даже сейчас не хочу говорить там об 50 разбитых окнах и все прочее. Я просто хочу сакцентировать внимание на том, что мы таких сводок с территории Украины не видим. Что бы нам ни говорили. Такие сводки приходят с территории ДНР, которая продолжает обстреливаться, продолжают объекты инфраструктуры и объекты такие, как школы и социальные объекты. Подразделения ДНР ответным огнем подавили точки ВСУ в 11 локациях. Под контроль взяты Новогнатовка и Богдановка, также Николаевка. Бойцы ДНР уже сняли там украинские флаги и водрузили флаг Народной Республики. А в Народной милиции ЛНР сообщили о взятии под контроль села Лопаскино. Как противник себя ведет? Пока молчит. Но огрызается? Огрызается. До выхода войск народных республик на административной границе остались считанные дни, заявил глава ДНР Денис Пушилин. В свою очередь в ЛНР сообщают, украинские войска обстреливают Красный Яр и Донецкий, около 100 снарядов каждый час. Кроме того, ВСУ ведут огонь из жилой застройки, располагают пулеметы и минометы на крышах жилых домов. Только с начала сегодняшнего дня вооруженные силы Украины нанесли удар с применением реактивных систем залпового огня по населенному пункту Донецкий, выпустив более 100 реактивных снарядов. К сожалению, 2 мирных жителя погибли, мужчина и женщина, и 1 женщина получила ранения различной степени тяжести. В результате сегодняшнего обстрела повреждено 5 жилых домов в населенном пункте Донецкий. Также сегодня мы получили информацию от СММ ОБСЕ о запросе безопасности для эвакуации миссии из передовой базы в станице Луганская на подконтрольной украинской стороне территории в Луганск. С нашей стороны были предоставлены все гарантии безопасности, и мы готовы были обеспечить миссии безопасный переход. Но в последний момент украинская сторона через СММ ОБСЕ сообщила о том, что они не могут гарантировать безопасность со своей стороны. Данный факт мы расцениваем как попытку вооруженных сил Украины использовать миротворческую миссию как живой щит для прикрытия своих преступных действий. Украинские военнопленные получают медицинскую помощь. После окончания боевых действий они вернутся к семьям, заявил глава ДНР Пушилин. В Чернигове горит здание СБУ. Вот такое видео публикуют в соцсетях. Пламя охватило крышу и верхний этаж. Ранее украинская пресса отмечала, что всю ночь в здании жгли секретные документы и вывозили спецтехнику. Паника и давка на центральном железнодорожном вокзале Киева. Жители украинской столицы пытаются выехать хоть куда-нибудь. Ну вы поняли, ребята, да, атмосферу. Тем временем власти Украины закрыли 2 крупнейших КПП на границе с Молдавией. Также отменили все автобусные рейсы из Приднестровья. Из страны не выпускают мужчин от 18 до 60 лет. Украинские войска ставят реактивные системы залпового огня «Град» прямо в жилых кварталах Харькова. Вот такие кадры публикуют в соцсетях. Тем временем МВД Украины опубликовала инструкцию, как делать коктейли Молотова. Морские порты Украины закрыты, авиаперевозки блокированы. В стране большой дефицит горючего. Дистрибьюторы аптек не работают, но сами аптеки открыты. Россия не наносила ракетных ударов по Киеву. Это не имеет никакого смысла, сообщает источник РИА Новости в Минобороны. Появление факела ночью над Киевом связано с ошибкой украинских военных. Их ПВО атаковала свой же истребитель Су-27. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что за Россию добровольно готовы сражаться 70 тысяч чеченцев. Уже составлены соответствующие списки. На фоне ситуации на Украине Кадыров собрал в Грозном
более 12 тысяч бойцов силовых структур Чечни. Глава республики подчеркнул, цитирую, «Мы показываем, что мы патриоты, мы готовы защищать свою родину». Зеленскому Кадыров посоветовал позвонить Владимиру Путину и извиниться. Мы сегодня собрались. Это добровольцы, которые в любое время готовы выехать на любую специальную операцию, на любой территории, чтобы обезопасить наше государство, наш народ. Поэтому мы еще раз собрались показать, что мы поддерживаем полностью решение Верховного Главнокомандующего. И мы не подведем, мы выполним любой приказ. Мы готовы на это. Мы готовились, готовимся и будем готовиться всегда. Говорят, более 10 тысяч. Около 12 тысяч. А так по списку у нас 70 тысяч человек готовы добровольно сражаться за наше государство России. И мы предлагаем им добровольно, чтобы они сдались, перешли на территорию России, посоветовали с нашим президентом, какие дальнейшие шаги они должны делать. Каждая семья чеченская, я уверен, готовы взять на себя тех беженцев, столько они могут. Потому что нас тоже принимали, и в Украине принимали, и в Луганске, Крыму принимали. Если ведут санкции, они через месяц должны будут отменять. Без России экономика не может существовать, в частности в Европе и Западе. Поэтому у нас есть другие партнеры, китайцы и другие. Папа Римский Франциск лично пришел